но скоро, ребята, перископы увидят волну. Перископы увидят волну. На пирсе тихо в час ночной тебе известно и жаркой. Сегодня, в насыщенный юбилейный датами год, для жителей Хабаровского края мы являемся свидетелями исторического события нашего города. Мы собрались здесь для торжественного открытия мемориальной доски, увековечивания памяти контр-адмирала, военно-морского деятеля, писателя-мариниста Штырова Анатолия Тихоновича. С 1960 по 1964 год проходил службу в городе Советская Гавань в должности командира подводной лодки. Проживал с семьей в доме номер 13 по улице Первомайской. У него очень отличный был экипаж. Очень отличный. Но этот экипаж надо же воспитать, его надо потратить на это время. Не имея ни одной аварии за время службы на подводных лодках, он проплавал 18 лет. Из них 8 лет он был командиром подводной лодки. В Советской Гавани командовал подводной лодкой С-294, средней подводной лодки. Время было очень тяжелое. На боевую службу выходили с 2 атомными торпедами, и ответственность у командира была огромнейшая. Но я хочу привести слова, которые посвятил корреспондент газеты «Красная звезда» капитан первого ранга Черкашев. Есть в морской разведке один тертый жизнью битый начальством адмирал из командира подводников. Друзья его зовут Канарисом. Я считаю, что это Шерлок Холмс в морском варианте. Большая заслуга состоит в том, что он один из первых предугадал место гибели подводной лодки К-129, которая вышла из Камчатки, имея на борту 3 ядерных ракеты, и она исчезла, как бы бесследно. Анализируя обстановку в районе Гавайских островов и работу американских вспомогательных судов, он указал место гибели этой подводной лодки. Это было настолько неожиданно, это было настолько непонятно, что его, откровенно говоря, разведуправление военно-морского флота в Москве не приняло. И после этого его успешно перевели в оперативное управление из разведки. Больше разведки не было. Наши библиотечные из поселковой, библиотеки книги стал читать, и я понимаю, что это я уже читал. Кто это, что это? Я прочитал полное собрание сочинений, и я могу сказать, что я был не один, потому что по карточкам можно проверить. Штырова у нас в поселке знают. Его творчество знакомо людям, которые вообще читают книги. Объявляется минута молчания человеку-легенде,